Маждалса, Хамзарнокос, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я приехала с рынка только что, тоже снова, и вчера была на рынке, и сегодня была на рынке. Сегодня у меня с утра был гость из Чечни. У нас Джабраил занялся хозяйством, скотоводством, вернее. То покупает этих телят, то продает этих телят. Я вам в тот раз показывала, девочку мы купили, да? Ну, телочку купили, не девочку. А потом он еще 2 телочек купил. Ну, я, конечно, немножко возмущалась, зачем столько телочек, зачем. Но так получилось, что он удачно купил и снова удачно их продал. Ну, выиграл немножко денежек, ну, покормил, правда, конечно, он немножко их, по-моему, 2-3 недельки покормил всех 3. Они хорошо пошли в рост, даже заменителем молока он их спаивал. Немножко, ну, я потом расскажу об этом. Так, сейчас он мне и штатив скинет, и телефон скинет. Я про котенка. Вот тут. Возьми его. Все. Вот не отпускай его больше. Короче говоря, он продал их, немножко выиграл себе денежку, потом долго искал купить бычков. Наконец-то он нашел. Одного мы еще, по-моему, 2-3 недельки тому назад покупали. Но я вам не показывала хозяйство, буду показывать потихонечку. Купили у бычка, как я сказала, и вчера, и сегодня, вчера он договаривался с одним, и сегодня ему прямо на дом он доставил 3 бычков, молоденьких, правда, их еще надо выпаивать молоком. Ну, молоко у нас это самое, он покупает заменитель молока, вот, и человек, который привез нам телят, ну, мы его угостили лепешками, короче говоря. У меня осталось тесто, поэтому я к чему веду, что сегодня не буду показывать, как я делаю тесто. Тесто у меня есть, творог тоже есть. Сейчас я немножко опущу. И будем с вами делать лепешки. Так, сейчас быстренько сначала поставлю перетапливать масло. Масло у меня домашнее, как вы знаете, свое. Да, у меня, по-моему, я не говорила на канале, у меня отелилась корова моя, Маня. Тоже родила нам бычка, так что у нас уже получается 6 бычков, да, у нас получается? Или 5? Нет, 6. 2 своих и 3 сегодня привезли. Да, 6 бычков уже молоденьких. Так что действительно наше хозяйство только приумножается. Вот, не знаю, решил он заняться этим делом, посмотреть, что да как. Взрослых бычков мы продали, и годовалого, и 3-годовалого он продал. Правда, они у нас, я, по-моему, тогда как-то говорила, что немножко приболели. Они очень хорошо прибавили в весе, но я не знаю откуда, что, получили какую-то инфекцию, немножко приболели. Но мы их сразу подлечили, все. И он как-то побоялся их дальше держать, хотя собирался еще дальше откармливать, и решил продать их. Продали их мяснику, ну, за нормальную цену. Конечно, не за ту цену, которую можно было бы продать чуть-чуть раньше, когда они были хорошо поправились. Но все равно ничего, мы ничего не потеряли. И вот поэтому вот вместо их он уже купил молоденьких. Ну, по-моему, по 2 месяца телятам, которые сегодня купил. Вот, что еще? Купил он еще и овец у нас. Купил 14 штук овец. Ну, маленьких, больших, разных. Так, как его у тебя зовут? Как ее у тебя зовут? Кимико. Кимико? Через К? Да. Убери свою Кимику, пока ей не влетела. Она шнурами играется. Сейчас телефон мой слетит. Так, Кимико это значит принцесса, да? Убери его, котенка. Дай скалку. Так, я просто когда ехала на рынок, убрала за собой. Думала, сегодня больше не буду делать лепешки. Но решила и всем остальным делать. Ибрагим проснулся. Так, маме тоже решила сегодня лепешку, а то уже часто кашу утром делаю. Так, вот так вот. Вот так вот проходит дни. Сегодня тепло. Вчера немножко повозилась в палисаднике и в огороде, хоть я и говорила, что не буду ничего сажать, но все-таки
Посадила немножечко укропчику, посадила, что я там еще, руккола, ну вот такую вот зеленушку посадила и свеклу посадила. Ну что у меня было, у меня были семена и Валюша, которая мне присылала, но ни огурцов, ничего не сажала. Петрушку мне надо тоже купить, посадить, пускай будет. Но вот опять-таки у меня проблема с тем, что сейчас и телята, и овцы, их выгоняют, загоняют. У нас там нет ограждения в огороде. Боюсь, они у меня затопчут там все. Ну, надо будет делать, ограждать их все-таки. Делать, разграничить огород от скота. Так, и сегодня мне нужно ехать на Зрань. Вот сейчас быстро им сделаю лепешку, покормлю их, лепешки. И сегодня вот Танзилы, ну, какие-то медицинские анализы. Ей будут делать их под наркозом. И она попросила, чтобы я приехала. Боится она как-то этого наркоза. Ну, хочет, чтобы я была рядом. Вот буквально через полчаса мне надо ехать. Придется ехать на такси, потому что сын на работе. Утром, я хотела сказать, утром съездила уже на рынок, купила кур. У меня завтра, я уже говорила, что у меня есть заказ на 25 кур. Жарить их нужно на свадьбу. Но обычно нам их привозят. Сами заказчики сами привозят кур, но эта заказчица сказала, чтобы я их купила сама. Вот, съездила на рынок, купила кур. Были и по 380, по 480 даже были большие. Но я купила за 400. Хорошие такие куры. 2700 вес одной курицы. Вот 25 штук купила для нее и 5 штук купила себе. Ну, просто если вдруг там будет заказы, чтобы у меня были куры в заначке. Что еще хотела сказать? Кур я вам потом покажу, когда приеду. Пока сложила их в морозилку. Я надеюсь, они не замерзнут пока. Потому что вес у них хороший, быстро не замерзнут. Обычно морозилка тянет, короче, 12 килограмм только. Быстро охлаждает. Ну, замораживает. Так, что тут еще? У меня сегодня куриные котлеты были на обед. Заказ. У меня не получится их отправить. Их сделает Мадина. Ей отошлю фарш. Сделает Мадина и отправит. Так, Ибрашка, поставь как-то камеру, чтобы вот, наверное, и это видно было. Получится? А ты убери телефон и подумай. Вернее, не подумай, а сделай. Ну, вот так издалека, пусть все равно сегодня нет никакого мастер-класса, можно сказать. Так, начинка у меня творог с зеленым луком. Я уже сама позавтракала. У меня были сегодня сырники. Ибрашка, я тебя вместе сейчас с этим котенком выставлю. Вот, сейчас не получится, убери его, он сейчас уронит. Он такой игривый оказался у нас. Это что-то, ну, оставь ее, она, это котенок. Вода у нас не идет уже третий день. Ну, 2 дня прям вот тоненькая струечка шла. А со вчерашней ночи вообще не идет. Вообще воды нет. Представляете, вот уже снова копится посуда. Я даже не знаю, как мне теперь этих кур чистить, если честно. Мне же очень много воды надо. Сын мне в канистрах и фляге привез для таких нужд. Так, Ибрашка, интересно. Микрофон шумит у меня. А, ты сегодня дома, по-моему, да?
Так, друзья, все. Дальше накрывать на стол, и кушать они будут без меня. Ибрагим мне уже вызвал такси. Последнюю сейчас лепешечку допеку. Мне уже надо ехать, потому что я опоздаю к Танзиле. Сейчас выпью стаканчик чая. Даже не стакан, а половинку. И поеду. Так, все, выключаю. Так, ну что, я приехала в больницу. Вместо зрителей сейчас что будет, брат? Ну да, ну да. Salomon, залучу я самовці. Да, сама, собственно. أجي أنا ياخذ مش بكل كرك دي وأرين جاش نقدر. Да, сад очень холодный, я слушаю. Я написал, куда Allah. Долго нужно. Так, ну вот, мои дорогие, вот такой вот объем работы у меня. Это вот те куры, про которые я говорила, я их купила утром. Значит, и теперь мне их нужно, вот эти что, видно их? Ну, вот эти я уже почистила, вон там тоже несколько штук почистила. Короче, уже 14 штук почистила. Теперь мне нужно еще 11. Ну, как почистила? Убрала пеньки. Вот такие вот маленькие пеньки, которые тут торчат. Дело в том, что я их купила же утром рано. И чтобы они не пропали, потому что мне надо было ехать с Танзилой в больницу. Я, правда, тогда не думала, что поеду к Заловке. А в больницу знала. И положила их в морозильник. Так, ножичек еще маленький. Положила в морозильник, думаю, ну, пока я час-два, не больше с Танзилой там буду, пока приеду, они не успеют так прихватиться. Но пока я была в больнице там с Танзилой, позвонила Заловка, сказала, что они собираются, ну, мы собирались, я вам говорила, что хотели поехать, и она мне говорит, давай поедем, нас приглашают, и поедем, ну, к Заловке, у которой вот последняя свадьба была, да, познакомиться поближе с невестой, пообщаться, да и просто посидеть, немножко развеяться. А я как раз была в больнице с Танзилой. Ну, конечно, отказаться я не захотела тоже, хотя знала, что у меня столько работы. Ну и вот, мои дорогие, так, это уже утро второго дня, следующего дня, вернее. Как мариновала, и дальше я не стала показывать. Но я бы чуть-чуть показала, но у Ибрагима никак не делал свой телефон зарядку, не заряжался. А вы сами знаете, что наша молодежь без телефонов совершенно не может. И вот он мой iPhone забрал, и у него и заниматься с телефоном нужно, ну и игры, конечно, ихние, как всегда. Так что, друзья, это я не снимала. Сейчас, как я говорю, это уже утро второго дня. Вот первый противень у меня уже готов, они даже подостыли. Второй противень стоит в духовке. И дальше мне еще нужно делать печеночные тортики. Ставить их в духовку, и печеночные тортики на подходе.
Потом у меня еще люля-кебаб, мясные шарлотки, куриные шарлотки. Это понемножечку только. Куриный шашлычок и куриные отбивные тоже. Ну, куриные шарлотки я уже сказала. Что у меня еще? И только что мне позвонили, мне еще нужно сделать заморозку перчиков. Голубцы есть голубцы есть у меня, манты есть, пельмени есть. Но вот именно перчиков я не замораживала. Мне нужны перчики. Вот попросила сына, чтобы он мне привез перцы. У меня не было перцев. Помните, я же покупала длинный такой перец. Так как-то мне писали, что он как-то называется, я не запомнила. Но ей нужен другой. Поставила рис сварить сразу же, чтобы не высыхала. Курочка. Сейчас второй противень тоже почти готов. И да, я вчера, по-моему, начала говорить, что у нас не идет вода, почему я задержалась. Я набирала воду, боялась, что ее отключат. Почти 1,5 часа, наверное, потратила на то, чтобы набирать воду. В итоге воду не отключили, но она идет маленькой-маленькой струечкой. И сегодня в доме, вот на кухне идет совсем маленькой струечкой. Там в доме вообще не поднимается, так что даже стирку не могу сделать. А стирки столько копится всегда. Так, ну сейчас, наверное, посмотрим второй противень. Ну вот так вот немножечко, понемножечку я буду с вами. Хорошо, друзья? Полностью снимать, конечно, я просто физически не смогу, не успею. Тем более, когда это сейчас, пока утро, у меня есть немножко времени. Подключаюсь вот так вот, чтобы быть с вами каждый день. Так, что у меня еще? Я уже с утра блинов нажарила своим, да и сама поела сегодня блинов. Так что, девочки, если кто там за меня же беспокоится, действительно, я не с иронией говорю, а действительно, мои подружки тоже. Особенно Зинаида Копьева. Да ешь, Лейла, ешь обязательно, мне говорит. Так что я понемножечку все-таки ем, нарушаю, но не страшно много, да. Поела 2 блина с клубничным вареньем сегодня утром, выпила чаю. Вот, нарушила. Но это утром, ничего страшного. В обед и на ужин уже буду как-то более сдержаннее. Не буду мучного ничего есть. Все, пошли дальше. Так, ну вот вторая партия у меня уже готова. И я стараюсь, девочки, вы, наверное, видите, что грудки в один противень, ножки тоже, и также крылышки и спиночки тоже, потому что время запекания их разное. Ну, это немножко вот белок выделился, да? Так, куры еще горячие, только из духовки. Я сейчас им немножко дам остыть. И потом у меня витринный холодильник, поставлю туда, потому что сейчас только 10 часов дня, 10 часов утра, их попозже нужно отдать. Ну, в смысле, как пожарю, конечно, я их отдам. Вот так вот. Так, сейчас пленочкой накрою, чтобы они не обветривались, даже не пленочкой, наверное, пергаментом. А то под пленочкой будут париться, и вот эта вот краснота пропадет. Так. Я еще выключила духовку и бегала искать овец. Сын выпустил овец, и буквально на 5 минут оставил без присмотра, и они убежали. Он в одну сторону, я в другую сторону, но нашли. Так что и немножко километра намотала. Не очень далеко они убежали, так что повезло нам. Так, все, теперь другую партию буду накладывать. Так, ну вот и теперь будем укладывать дальше. И силиконовый вот этот вот пергамент силиконовый очень выручает меня. Вот такой вот рулон. В тот раз у меня был желтенький, стоит он 400 рублей, по-моему, у нас. Я не знаю, сколько метров, но его очень много. И вот до конца мне этого одного листа хватит. И вообще не пачкается противень. Это просто здорово, друзья. Так, здесь у меня уже теперь крылышки. Так, вот уложим крылышки наши. Хорошие куры оказались. Даже некоторые вчера я так чистила, думаю, что-то тяжелое, посмотрела, 2 800, некоторые даже была 2 900. Взяла номер телефона этой девочки, правда, у меня есть
другая поставщица, которую я всегда покупаю. Но иногда у нее не бывает. Конечно, я не буду с ней терять контакты. Все-таки с ней работаю уже, наверное, где-то полгода с другой. Ну, номер телефона этой девочки тоже я взяла. Молодая девушка в Кантышево. Просто у той, которую я заказываю, бывает только в одно время. Вот я ей закажу, например, заранее, да, и где-то часов к 11-12 у нее бывает. И все, больше у нее днем нет. А у той, что я вот сейчас купила вчера, она говорит, с 10 утра до 10 вечера я могу у нее заказать, и она доставит мне кур. Вот в этом плане тоже хорошо. А то приходилось им, когда у моей постоянной этой поставщицы не бывает кур, бегать в магазин, искать. А так, даже когда нет мальчиков дома, я могу позвонить, и она обещала, что доставит. Причем доставит даже бесплатно. Хотя там мне тоже доставляет бесплатно. Так что вот так вот новые контакты появились. Когда работаешь, все-таки это все нужно. И куры хорошие, она сказала. Ну, захотела, наверное, себе клиентку тоже, что хороших будет выбирать, больших, хороших, что я не пожалею. Так, вот так, вот так. Получается, если я вот эти вот то, что сейчас у меня сюда положу, ну, это 10 кур. У меня было 10, получается, я уже пожарила. Но в этот один противень, конечно, 10 не войдет. Ну, и не все войдет. Надо будет еще в один противень. Или, скорее всего, вот это вот, что осталось немножко, я на улице духовку сейчас попрошу сына включить. Просто она у меня сломалась, но он ее включает как-то там. Надо мне купить еще одну газовую плиту. Никак тоже. Эту купила. Как ее? Сгусток крови. Ларь купила себе вторую, но теперь нужно и вторую духовку покупать. Не духовку, а плиту. Было бы здорово, конечно, купить производственную электрическую, но мне нужно узнавать, подключат ли мне 380 вольт. Можно ли без трансформатора? Кто-то говорит, что можно так подключить, электрик может это сделать как-то со столба, а кто-то говорит, нет, обязательно трансформатор нужно ставить. Ну, трансформатор это, конечно, дорогое удовольствие, я это не смогу. Так, ну вот, отправляю уже такси на подходе. 4 печеных тортика, девочки, не снимала, как готовлю, потому что времени в обрез. Вот, отправляются 4 печеночных тортика. Это для моей постоянной клиентки. И ей очень понравились мои печеночные тортики. Друзья, второй заказ у меня готов и отправляется. Это фаршированные перчики, как вы видите, в сыром виде. Готовить они будут сами. И вот такой вот салат нежный отправляется в центр КамАЗ. Такси на подходе. Воздолдош. И, друзья, отправляю третий заказ на сегодня. Это уже полуфабрикаты в замороженном виде, голубцы, вот такие вот из свежей капусты, и манты. 5 килограмм голубцов и 5 килограмм мант отправляются в Назрань. Такси опять на подходе. И дальше буду продолжать делать, друзья, свадебные заказы свои. Так, ну что, мои дорогие, подходит к концу и этот заказ. Три уже мы с вами отправили. Теперь вот это остывает. У меня уже в холодильнике стоит, по-моему, 2 или 3 вот таких вот разноса. Эти только что вынуты, они остынут. Их тоже поставим в холодильник. Вот. И последние вот эти вот пойдут в духовку. И потом этот заказ мы завершили. Потом я приберусь быстренько и буду делать другой заказ уже. Разные мелочи, ну, разные остались у меня. Так, в духовке у меня еще в 2 духовках стоят. Ну вот, мои дорогие, и этот заказ готов. Это 4-й заказ на сегодня. Жареные куры на свадьбу. Их 25 штук. Но здесь я просто, это последние. Остальное уже в холодильнике. И мы их теперь будем отправлять. Пока просто не захотелось мне их выносить. Потому что с этим заказом у нас еще куриные рулеты. А их делает Танзила. Иногда мы вот так вот делим наши заказы.
Что-то делает она, что-то делаю я. Вот. Поэтому эти противни тоже пойдут в холодильник. Но они еще не остыли, чуть-чуть подостынут еще. И буду ждать, пока Танзила мне пришлет рулеты. И потом я уже общий весь заказ отправлю. На этом сегодняшний влог, друзья, я закончу. Дальше у меня еще один заказ. Может быть, буду снимать. Я сейчас быстро уберу посуду, приберусь, помою полы, потому что немножко я тут и полы испачкала. Чтобы уже новый заказ сделать в чистоте, как бы, да. Хотя вода идет маленькой струечкой, но ничего. Справлюсь и с этим заказом. Сейчас 4 часа вечера. Надеюсь, за 2 часа я с теми заказами тоже справлюсь и вовремя лягу спать. Вот как-то так.